Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Кто за вами следит? Кто за вами постоянно наблюдает? Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте будем смотреть. Называйте свое имя, так и спрашивайте, кто за мной следит, кто за мной наблюдает. Я убираю Назар, прошу вашей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы входят моими руками, будет грозным то, что сейчас скрыто нами, желаем слышать их знания. Так. Знаете, есть человек, есть в вашем причем окружении, для кого вы самая важная персона, да, такая випочка. Ох, следит, ох, наблюдает, места себе не находит. Я вот не пойму, то ли он какой-то несостоявшийся, то ли он какой-то отвергнутый. Вот у этого мужчины навязчивая идея получить еще один шанс. И он этот один шанс, еще один шанс просит мысленно не у вас, а у высших сил. Да, вот именно так. Кстати, я не удивлюсь, если этот мужчина обращался к эзотерикам, желая знать будущее, либо желая получить рецепт, да, как вас к себе привязать. Видимо, ему пообещали, что вы будете вместе. Вот. И вот он ждет этого момента, когда же мы будем вместе. При этом все-таки здравый смысл подсказывает, да, что может появиться и конкурент, и кто-то может перебить и увести вас. Да? Вот. Боится, мужиков от вас отгоняет. Девчоночки, про кого слухи ходят? Здесь про кого-то явно ходят слухи, что вы там такая, сякая, то ли гулящая, то ли наоборот фригидная. Если слухи такие за вас ходят, так это точно он. Он специально распространяет эти слухи, чтобы отбить потенциальных конкурентов. Представляете, какой? Ой-ой-ой. Да, голь на выдумке хитра. Вы его точно знаете. Вы его знаете, вы с ним общались, либо общаетесь. По крайней мере, вы его видите. Вот пусть не каждый день, но день через день. А кто-то прям каждый день видит. Да, рядом где-то он с вами там вот в ногах путается. Да, в ногах. Почему молчит сейчас? Почему сейчас к вам не идет? Ждет какого-то знамения. Он ждет какого-то, может быть, особого дня. У него какой-то план, и он ждет. У него, знаете, как календарь, возможно, дома есть, и он там дни вычеркивает, да, сколько-то дней до часа X, когда я к ней приду. Он себя проявит, девочки, проявит. Причем проявит как-то глупо. Вот как будто бы сам себе все испортит. Да. Я не могу сказать, что для вас это будет шок, но восторга особого тоже у вас не будет. Знаете, как он подходит, а вы такая, что ты? О боже, зачем? Почему ты? Я хочу другого. У него есть какие-то недостатки, девочки. Вот недостатки, которые вы не переносите. Может, он выпивает, может быть, он курит, может быть, он, такой, знаете, плохо одевается, да, за собой не следит. Либо наоборот, чересчур он хорошо одевается и чересчур он за собой следит. Может, знаете, такой кичливый, на показ живет. Вот особенно, подумайте так, мужчина в моем окружении, кто мне
не совсем нравится, либо вовсе не нравится. Вы за что-то его не любите, не за внешность, нет, внешность тут ни при чем. За какое-то его хобби или за какую-то его привычку. Вот, как будто думаете, о, дурачок какой-то. Я таких типа не переношу, с такими не хочу. И при этом этот мужчина, он уже пытался с вами, да, он пытался к вам подкатывать, либо вы даже уже были с ним вместе. Это именно он следит. Следит, кого-то еще просит, чтобы за вами присматривали. Тут, смотрите, целая сеть шпионская у кого-то отыграется. Когда за вами могут следить и соседи, и коллеги, и какой-нибудь там частный детектив. Но тут серьезно мужчинка работает. Почему-то он прям уверен, что вы ему не откажете. Какое-то появление идет, ну действительно, то ли слишком вычурное, то ли пафосное, то ли, как знаете, сам себя переиграет. Но вы не в восторге, честно, вы не в восторге. Не, ну где-то там в глубине души приятно будет, да, что там мужчина постарался, проявился. Но так, чтобы вау-эффект, не. Вы именно его не очень-то хотите. Не то, чтобы в отношения просто видеть не очень-то хотите, да, общаться просто не очень-то хотите. Да, как-то в прошлом он отличился. Да еще смотрите какой, да, если сплетни распускает, это паразит, конечно. Так, девчоночки, придет он в течение 2-3 недель. День какой-то особый он ждет. Именно какой-то один особый день. Именно в этот день он думает подкатить к вам. Что-то уверен, что именно в этот день вы не откажете. Может быть, какое-то мероприятие будет, может быть, ну, я не знаю, какой-то праздник, либо и он, и вы приглашены туда, либо это общий какой-то праздник идет. Думает, о, она будет, может быть, там в хорошем настроении, веселенькая. Я вот подойду, она мне не откажет. Да, будет, девочки, себя проявлять. Ладно, идем дальше. Кто за вами следит, наблюдает? Какая-то женщина. Женщина следит, наблюдает. Глаза злые. Очень злые, холодные глаза. Светлого оттенка глаза. И такие, знаете, как буравчики. Буравчики у нее глаза. Почему следит, наблюдает? Ну, либо это какая-то конкурирующая особа с вами, причем в делах, на работе, либо, ну, как в социуме, в дружбе, может быть, даже. В дружбе. Знаете, ей очень хочется быть на вас похожей. Она вас в чем-то повторяет, копирует, имитирует даже, да, какие-то ваши повадки, поступки. Не знаю, макияж за вами повторяет, там, пытается одеваться в том же стиле, что и вы. У кого-то просто до абсурда может отыграться, что женщина полностью покупает такую же точно одежду, как и у вас. Делает точно такую же прическу, красит волосы в такой же цвет, как у вас. И даже вот походкой, как вы, старается ходить. Вот, глупость несусветная. Вот если вкратце, она хотела быть вами. Но не может. С одной стороны, смотрите как. Она вас не любит. Считает, что вы мешаете ее, я не знаю, там, счастью, там, популярности, чтобы люди ее любили, там, ценили. А с другой стороны, она вами восхищается. Ведь она с вас пример берет. То есть она-то вами хочет быть. То есть вы ее, ну, скажем так, в кавычках кумир. Да? Кумир. Подражение полное. Даже копирование, я бы даже сказала. Так, следит постоянно, вас с кем-то постоянно обсуждает. На чем-то она вас хочет поймать. Либо хочет подставить. Особенно, если вы работаете вместе. Поймать или подставить. То есть у нее какая-то дебильная идея фикс. Вы простите за слово дебильная, но я по-другому не могу выразить свою мысль. Да? Она хочет как будто бы вас утопить. Вот сказать, смотрите, она не такая хорошая, она делает ошибки, либо она там такая-сякая. Обратите внимание на меня.
Я же гораздо лучше. Я лучше, чем она. Да, ну, глупость, глупость. Кретинизм. Да, по-моему, даже медицинский этот диагноз есть такой. Ну, вот она этим и страдает. Так, либо на работе, либо на учебе, либо где-то даже по соседству. Такая мадама у вас есть. Печалька. Ну, что поделаешь. Вы слишком хороши. Вы привлекаете к себе вот таких нехороших людей. Так, идем дальше. Кто за вами следит, наблюдает? Ну, здесь кто-то из вашей семьи. Я так понимаю, мамочка, бабушка, либо старшая сестра, старший брат. Хотелось бы вас защитить от всех бед, напастей этого мира. Вы, возможно, как отбиваетесь, да, вы желаете жить своим умом, своей жизнью. Вы не нуждаетесь в этой гиперопеке, а все равно-то страшно за вас, да, сердце-то за вас болит. Поэтому из-под тишка мамочка, бабушка, там, сестричка ваша старшая за вами наблюдает, наводит справочки о вас. Если есть доступ к вашей, например, квартире, там, либо к вашим вещам, может иногда просматривать. Ну, надо же понимать, как и чем вы живете. А вдруг вы там не с теми людьми связались, да? Либо а вдруг вы там где-нибудь запрещенные вещества храните и употребляете, да? Ну, это милота, девочки, это милота, хотя с перебором. Да, любят, да, заботятся, да, хотят поддержать, защитить, но всему же есть предел. Всему есть предел. Особенно если вы взрослая женщина, у которой уже свои дети и там, извините, внуки на носу. Ну вот, опека идет. Так, еще важный момент. Кто у меня сейчас в паре, в браке? То есть у вас есть муж, да, муж, жених. Ваш мужчина вам доверяет, причем доверяет целиком и полностью. Он в вас уверен. Он считает, что вы, ну, лучшая из женщин. Все. Предел мечтаний, я больше никого никогда не захочу. Да? Не хотел, не захочу, кроме вас. Но с его стороны, ну, я так понимаю, кто-то из родственников вами недоволен, вы кому-то не нравитесь, вас считают неблагонадежной, а кого-то прям даже считают распутной. Представляете? Да. Вот. Могут следить, могут периодически даже какие-то проверки устраивать. Ну, даже на понт брать, да, когда вас начинают так резко в чем-то обвинять и там смотрят на вашу реакцию, как вы среагируете. Станете ли вы оправдываться, либо на 3 буквы пошлете, либо даже, может быть, там, а вдруг признается, да, а вдруг признается правда, что она там какая-нибудь распутная, гулящая. Вот, не нравитесь, девочки, не хотят вас принимать там. Ничего с этим поделать не смогут, смотрите, как не смогут мужчину отговорить от вас, но и не слишком спешат вас принять. Все надеются, да. А вдруг что-то поменяется, и наш мальчик от нее откажется. Да, такое есть. К сожалению, так иногда бывает. Вот попали. Мужчина хорошая, семья, оторви и выброси. Да? Так иногда бывает. Так, кто еще следит за вами? Кто следит за вами? Кто-то из вашего прошлого. Это какие-то друзья, приятели, подруги. Следят через социальные сети, следят через какие-то, ну не знаю, там паблики, может быть, да. Следят именно за тем, как вы живете, что умеете, чего добились. Просто интересно. Кто-то за вас радуется, кто-то наоборот завидует. Ну, это жизнь, все люди разные. Ваша жизнь просто интересна тем людям, которые вас знают. Да. Не могу сказать, что прям плохо, либо наоборот хорошо. Ну, интересуются. Там фоточки просматривают, там сторисы ваши просматривают. У кого нет социальных сетей, то, скорее всего, знаете, знакомые через знакомых. То есть какие-то все-таки коннекты есть, да, и люди расспрашивают, а как там она, а что делает, как живет, там, как дети, как внуки.
работает дома, есть ли муж, нет мужа, да, то есть интересуется, как говорится, справки наводит. Не могу сказать, что это слежка наблюдения, но живой интерес к вашей жизни, он присутствует. Ну, человек вы такой интересный, да, как магнит, тянете всех к себе. Так, мои хорошие девочки, на этом все. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока.